Сегодня в Ненецком аграрно-экономическом техникуме было шумно, и виной тому состязание не лыком шитым. 4 добрых молодца выполняют экспромт-разминку, дело мастера боится. Необходимо забить гвоздь в брусок, да так, чтобы ровно было и жюри понравилось. Гвозди у нас должны быть в ряд, точно так. Значит, здесь выпуск тоже выровнять надо. И горизонтальность, конечно, должна быть ровная. Вообще в меню соревнования не лыком шиты было множество испытаний и на любой вкус. Один из самых интересных – визитная карточка. Здесь юноши знакомились с традициями и реликвиями своей семьи. Один из них – студент Ненецкого профучилища Захар Паньков. Эта реликвия досталась моей маме от ее бабушки, а и той досталась от ее бабушки, получается. Ей около 200 лет, может больше. У меня дедушка приехал, получается, в 1910 году поставил первый дом на реке Колва, основал поселок Харивер. Еще один конкурс актерского мастерства «Мой дом, моя воля», где ребята разыгрывали сценки с обрядами. Здесь было и сватовство, и народный этикет за столом, и сундучок с приданным. Кстати, Янка Братова свою куклу дала, любимую. Говорит, еще новую себе сплету. Любит, видать, сестру. Молодец. Так. Серьги на ярмарке купил. Настенька наша красавица. В обрядовой сценке «Сундучок с добром» хорошие актерские данные показал десятиклассник из 3-й школы Матвей Миролюбов. Скорее всего, потому что это корни. У нас очень много талантливых людей. Бабушка писала, любила писать стихи. Прабабушка частушки писал. Папа тоже писал стихи, а также картины писал. У него была здесь выставка в Нарьян-Маре. А раскрылся, можно сказать, только в прошлом году. В школе проходил концерт, я рассказал стих, и очень удачно после этого пошла, можно сказать, моя актерская жизнь. Я начал участвовать в театральном кружке. Помимо театрализации, молодцев ждал еще один конкурс. Нужно было показать мастерство кладки кирпича. Я сегодня оцениваю кладку кирпичом. Ребят дали, пробные занятия провели с ними, объяснили все азы, навыки. Сейчас ждем, что они сумеют выложить. Оценится, значит, толщина шва. Раз. Как подушка положена. 2. И 3, значит, как кирпичики выложены. Ровно, с наклончиком или в какую сторону. А раньше для мужчины русского это было обязательное умение? Обязательно. Обязательно. В каждом доме была печь. У каждого в бане печь была. И сам должен ремонтировать, иначе, если кого-то со стороны звать, это очень-очень-очень накладно. И с этим заданием ребята справились, тем самым положив в копилку новые баллы. По итогам всех испытаний победу в конкурсе одержал Матвей Миролюбов. Серебро досталось Панькову Захару, 3-е место Игнату Карипанову. Но, как отметила жюри, в этом конкурсе проигравших нет. Ведь главная цель не лыком шиты – сохранение культуры, традиций тех ремесел, которыми владели мужчины славянского мира. А их ребята уже освоили. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Юрган».